Чемпионат Республики Сахалин по волейболу среди мужских команд «Первая лига». Матч между командами Чурапчинского улуса города Якутска. Начинаем второй полуфинал в рамках чемпионата республики среди мужских команд первой лиги. 8 сильнейших сборных были поделены на две группы по рейтинговой системе, по положению. Но из них вышли по две сильнейшие с 9 очками. Город Якутск с первого места вышел в этот полуфинал. Они справа на ваших экранах в фиолетовых игровых формах. И со второго места после Ленска вышли из группы А чурапчинцы в красно-черных своих игровых формах. Главный судья чурапчинской команды Альберт Павлович Бродников, главный судья города Якутска Петр Филиппович Пестряков. До этого мы увидели драматичный первый полуфинал, где в пятой партии со счетом 17-15 оказалась сильнее команда Татнинского района. Команда Ленского района будет играть за третье место завтра в бронзовом финале. Поздравляем команду Татнинского района с выходом в финал. И вот к нам присоединяется президент Федерации Татинского района Потапов Иван Иванович. Он сегодня будет помогать комментировать второй полуфинал. Добрый день, уважаемые зрители. Ну, первый полуфинал выиграли. Сейчас второй полуфинал. Чурапча, Якутск. Но это у нас в истории первая победа. Мы вышли в финал с дебюта, как говорится. Мы в первой лиге не играли никогда. Но как вышли сразу в финал. Поэтому поздравляем ребят и болельщиков, и наших земляков, которые все болели за нас. И сейчас мы увидим тоже хорошую игру. Якутск Чурапча, и узнаем второго финалиста. Действительно, очень содержательная была игра, первый полуфинал, и мы в полном своем праве ожидать таких же пятисетовых встреч, да, возможно, в этом втором полуфинале от Якутска и Чурапчи. Как говорил Иван Иванович, старта со второй лиги вышла и сразу попала в финал. Что касается Чурапчи, они играли в финале в далеком допандемийном 2019 году, когда они проиграли команде Намского района, но зато потом летом в Амге выиграли Игры народов Якутии. И сейчас новое поколение Альберта Бродникова в наступательном порыве встречается на стадии полуфинала этого чемпионата. Приглашают стартовый состав команды города Якутска. Город Якутск, в отличие от Чурапчинского района, стабильно в последние годы выходит в финалы. Но у них давно не было побед. Поэтому также желают увидеть закономерный результат этого поколения, этой команды, которая является одной из самых возрастных на этом чемпионате, и с высоты своего опыта и с помощью своего трудолюбия будет что-то противопоставлять сегодня молодой, высокорослой команде Чурапчи. Вы как играли обычно с этими с полуфиналистами? У нас с Чурапчой, как говорится, давние расчеты. Постоянно вместе играем, вместе тренируемся. Наши близкие друзья. Поэтому, как говорится, всех знаем. Они воспитанники Альберта Павловича. И вот они 2005 года рождения, которые 3 года мы Дальнего Востока медаль взяли с этими парнями, из Татинские и Чурапчинские. А с якутскими, как говорится, кубок Татинского наследия Якутск выиграла у нас в этом году. Потом кубок Эрлик
Чурапче мы выиграли, но вчера в групповой игре проиграли. Ну, как говорится, если Якутск победит сегодня, завтра наша очередь победит. То есть вам без разницы, да, кто выйдет в финал, потому что обе команды ваши принципиальные соперники, но и новой быть не может. У нас республика маленькая, команд высококлассных на пальце одной руки можно сосчитать. Ну, поэтому будем сегодня просто болеть за классный волейбол, да, за красивую игру. Например, в исполнении Владимира Филиппова, который с самого начала чемпионата отмечается своей яркой игрой в составе Чурапчи. А за город Якутск мы видим подачу Егора Глухарева. Снова в аут бьет Володя. Но в начале партии это не так страшно, как, например, в концовке. И пока 3-0. Маленький отрывчик обеспечивает себе Якутск. Немножко из истории, как говорится. Татта и Ленс играли в далеком, последний раз в далеком 2009 году. Тогда Иван Герасимович, сейчас нынешний тренер, сам играл связующим. Тогда проиграли 2-3. Но сегодня Иван Герасимович взял свой реванш, как говорится, и будем ждать финалиста. Сейчас ошибся связующий. Ничего, сейчас на подаче Владимир Филиппов. Молодое дарование Чурапчинского Улуса. Сейчас будем смотреть, как Томфали Василий принимает. В защите Чурапча вытащивает. И Анатолий Татаев. Надеюсь, сегодня он свою фирменную солнышку покажет. И сейчас семикратный чемпион республики, да, Владимир Сидоров? Семикратный. Он сейчас с Нюргуном делят первое место, как говорится, по чемпионству. Как вчера рассказывал Владимир Сидоров. Вчера говорил, что если выиграет, то один-единственный восьмикратный чемпион республики будет. Свои счеты у ребят, помимо командных побед, еще и личные рекорды ставят по ходу игры. Но Владимир Сидоров, с каждым годом у него игра все зрелищнее. Но сейчас Аян Кулар, тащер чурапчинской команды. Не ведитесь на его средний рост, но он своим прыжком полностью компенсирует и обыгрывает любой блок любой команды. 3-5. Егор Попов, продолжатель традиции семейной волейболистов. И снова Татаев посылает лучи любви зрителям. 6-3. Анатолий Татаев, воспитанник Хатасской школы волейбола. И сейчас сам будет подавать. Какие-нибудь прогнозы будем делать или просто понаблюдаем? Прогнозы не будем делать. Будем болеть за красивую игру. Иннокентий Филиппов в защите играет Егор Глухарев. И пасует со второй линии. И Томфали Василий защита играет у Чурапчи. Егор Глухарев пасует со второй линии. Владимир Сидоров ошибается и далеко в аут. Да, сейчас Иннокентий Филиппов на подаче. Тоже чемпион республики, тоже чемпион спортивных игр. Альберт Павлович подсказывает своим подопечным. И на подаче Корнилов Игорь. Кирилл. Да, Кирилл Корнилов. И силовая.
Принимает Валера. Что у нас там показывает судья? Что ошибка второй передачи. И на подаче Якутск. То силовая пошла. Принимает Чорапча и атакует. Далеко аут. Владимир Филиппов. И первый тайм-аут берут Чорапча. Счет 4-9. Вот. Можете сейчас раскрывать, какие установки давались перед игрой с Ленском. Никому еще не удавалось выиграть на стадии группы. И вот только вам удалось обеспечить равную игру и в концовке вытащить, за счет чего вы выиграли. Какие советы давал Иван Герасимович ребятам? В первую очередь прием. У Ленска хорошая подача, силовая у всех. И планер тоже хороший. Поэтому первая задача была на приеме отыграть. На приеме. И Либера справился. Но чуть-чуть в четвертой партии Либера сплоховал. Но все равно приняли. И, как говорится, если есть прием, то есть атака. С каждым приемом, с каждой атакой идет после приема, как говорится. Вот сейчас вот Кирилл Корнилов подает силовую. Вчера Чорапча в полуфинале с Ленском играла тоже на приеме, они чуть подвела, прием подвел, поэтому они в группе. Сейчас подает Кирилл. Тут у нас болельщики из Чорапчи поднимают флаг. Тут много болельщиков сегодня. Из Татты приехали, из Чорапчи приехали, с Якутска приехали земляки. Поэтому сегодня зал, как говорится, живой. Василий Тумфали атакует и принимает головой. И атака Игоря Афанасьева приносит очко своей команде. Игорь Афанасьев тоже 2005 года рождения. Молодая команда. Да, Егор Глухарев красиво атаковал. Очень к месту решение принял Егор. И Василий Тумфали, один из лидеров атак города Якутска, сейчас будет подавать. Есть прием у Чорапчи. У нас хороший был розыгрыш, но немножко сложный был прием, и делается ошибка второй передачи. Игорь Афанасьев, вчера у него подача хорошо летела, и сегодня мы видим сильнейшую подачку, тащит Либера и Владимир Филиппов приносит очко ударом по блоку. Мы видим в стартовом составе Радислава Захарова за Якутск. Вчера за центрального играл Гаврил Охлопков. Ну, а так основных особых изменений нет. Чорапча оставляет свой состав со связкой Егором Поповым. Но хороший короткий удар приносит 12-е очко. Никак не может сократить отставание в 4 мяча Чорапча. А Якутск спокойно держит свои приемы и берет с атаки очки.
Пес сегодня капризный. И в пользу Якутска зачтем эйс от Радислава Захарова. 13-8. Что это было? Головой, да, у нас? Все части тела подключают игроки. Что называется, у сильных команд и отскок удачный. 9-13. Капитан команды Чурапчи, Корякин Альберт. Будет пас от Бергена Иванова. И Сидоров по блоку. 14 очко. 14-9. Помешали в защите друг другу Игорь и Аян. 15-9. Сейчас надо поменять рисунок игры Чурапче. Ну, в первую очередь принять подачу. Есть доводка. И, например, Филиппов Кеша. Давно его не видели. Ну, понятно, что основной его задачей ставится блок. Но время от времени подключают Кешу с первого темпа. И он практически не ошибается. Через Тумфали играл Глухарев, но рискует с низкой передачи. В 11-15 Владимир Филиппов, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта. Кирилл Корнилов. Очень плотный, быстрый удар. Кирилл, по-моему, ошибается в студенческой лиге Бурятии, да? Да, Бурятия. Он играет в Бурятии за основную команду, за основной состав. В Красноярске тоже играл, когда лига была. Так, Аян Кула атакует и делает счет 12-16. Кстати, мы вчера не поздравили Петра Филипповича с днем рождения, тренер команды Якутска. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поздравляем тренера Якутска с прошедшим днем рождения и желаем всего наилучшего. Лучшим подарком для него будет выход в финал, да? Да, ребят? да. Мы знаем, какой большой фанат своего дела, своей команды Петр Филиппович. И при своей очень неспокойной работе Да, он умудряется уделять огромное время, силы, средства, да, команде. для своих ребят. Ждем сейчас отрыв 5 очков, 17-12. Ждем, когда Альберт Павлович, извините за голос, ждем, когда Альберт Павлович пойдет в поле. И свои прострельные скидки, Да. передачи. Иннокентий Филиппов, он же играет. Расстрельные передачи делает. Закрытыми глазами могут. И задней линии с двумя руками тоже. 13-17, Чурапча подает. Владимир Филиппов ошибается, но все равно. И Игорь Афанасьев атакует. А Якус на защите мяч достает. И Аян Кулар. Красивая комбинация. Чурапча сыграла комбинацию и очко забрала. 14-17 на подаче Иннокентий Филиппов. Кому будет подавать планер свой? Владимир Сидоров принимает. И Кирилл Корнилов.
собирает свое очередное очко и уходит на подачу. И будет сейчас подавать силовую. Чурапча на приеме. Оу, ошибается Кирилл. И счет 15-18. Отрыв сокращают до 3 очков Чурапча. Реальный такой отрыв. Да, сейчас уже концовка пошла. И на подаче Аян Кулар. Он с малых лет учится в Чурапче. Уже на якутском говорит. Блок на своей стороне. Чурапча. И очко переходит якутскую 19-15. И Василий Тумфали сейчас будет подавать. На передней линии у Якутска Владимир Сидоров, Радислав Захаров. Чурапча ошибается на приеме. И счет 20-15. Это уже тяжелая подача совсем у Василия Тумфали. Сейчас тоже будет подавать. Чуть-чуть не получилось. Ушел в аут. И очко Чурапче 16-20. Чураптинские болельщики оживились. Тренер дает советы подающему. Игорь Афанасьев будет подавать. Тоже силовая. Аут. Спасибо организаторам Мигана Кангаласскому Улусу. Очень хорошая организация. Каждый день у нас тут сюрпризы. Так, сейчас Альберт Бродников, как и ждали, вошел в площадку. Сейчас будет сам пасовать. В задней линии. Прием сделала Чурапча и с друг другом не поделили мяч. Егор Попов и Валера. Нет, не Валера. Винокуров. Имя как Винокуров? Вадим Винокуров. Либера команды Чураптинский Улуса. Ошибается Владимир Филиппов. И очко переходит в Якутскую 23-16. Чурапче уже надо что-то придумать. Альберт Корякин атакует и завоевывает очко. 17-23. Тоже молодой парень, воспитанник Альберта Павловича. Его воспитанники по любви называют Альпать. Ошибается Василий Тумфали и счет 18-23. Что-то сегодня не идет игра у Василия. Не как вчера. Вчера он со второй линии. Все атаки у него проходили сегодня. Уже третья ошибка со второй линии. Владимира Филиппова тоже вчера не было практически брака. Сегодня вот свою порцию замечаний от тренера получил. Тоже Тумфали, да? Дает Егор, пока не попадет, его основной нападающий. Но не в этом розыгрыше. 19-23. Хорошая доводка. И сам Сидоров. Есть мяч. Подумали, что очко уже у Якутска. Защищается Чурапча. И бьет Сидоров. Закрывают. Там своего часа дожидается Кеша Филиппов, который... 23-20. Тайм-аут команды города Якутска. Стена, который... Чурапча на защите. Да, 2 раза подряд классно тащили. И Альберт Корякин, да, по-моему.
Владимиром Яковлевым, ой, Филипповым. 20-23 это уже такой досягаемый уже счет. Не 23-18. Но Якутск сейчас должен подправить ситуацию. Они должны сейчас сняться, обеспечить хороший прием. Впереди Татаев, Сидоров. Как не кстати вот эта ошибочка у Толи. 21-23. Какой-то камбэк у Чурапчи. Неужели он состоится? Защищается даже от удара Кирилла Корнилова чурапчинцы. Есть страховка. Егор Попов бил с диагонали. Снова Попов! Сильный удар у Егора. Но в то же время он был в роли связующего в начале партии. И сейчас результативная рокировка от Бродникова Альберта. Якутск идет. Первый темп не пошел. И снова Егор. Просто что-то невероятное творят чурапчинцы. 23-23. И уже мгновенная смена настроений. Сейчас тайм-аут. Город Якутск берет тайм-аут очередной, второй. Сейчас они должны что-то придумать, чтобы переломить игру. 23-23 счет. Чурапча на подъеме сейчас. Будет подавать Чурапча. И на подаче номер 9 Альберт Корякин. Якутск принимает. На приеме Владимир Сидоров, Беркен Иванов и Василий Тумфали. Владимир принимает, и Василий атакует со второй. Чурапча тоже на защите поднимает мяч. Василий Тумфали атакует. И Егор Попов. Берген защищается. И красивый розыгрыш в исполнении Альберта Пауся и Иннокентия Филиппова. Очень красивый розыгрыш. И счет 24-23. Сетбол у Чурапчи. Один сетбол. Якутск принимает. И Анатолий Татаев своим фирменным приемом Маритой. И как его, как клуб, тоже фирменный прием у него Марита, сделал свое очередное очко. Егор Глухарев на подаче. И свое солнышко показывает Анатолий Татаев. 24. В тот раз тоже раньше времени сделал свое колесо Татаев. За это получил замечание от Петра Пестрякова. Сейчас пока еще ничего не закончено. Еще может вытащить сейчас приемы Чурапча. Но какие же классные у нас полуфиналы, что первый, что второй. Вот эта первая партия вообще можно записать уже золотыми буквами в истории современного якутского волейбола. 25-24. Как классно тащили на защите Корякин, Кулар. И на подаче Егор Глухарев. Есть прием. И как
очень не вовремя ошибается Егор Попов, который, ну, собственно, и сравнил этот счет своими 3 ударами. Но вот в последнем ударе ему не попадает мячом ладонью, то есть по мячу. И мы уже ждем с нетерпением вторую партию. Ждем продолжения такого классного волейбола. Прекрасные черлидерши народного ансамбля «Каталы» украшают, завышают температуру уже закаленного до пределов спортзала. Айто! Айто! Она здесь. Якутск просто упустил первую партию, ведя со счетом 23-18. Ой, то есть чуть было не упустил, но довел до победы. Немножко ушатали непоколебимость якутской чурапчинцы для того, чтобы еще лучше сыграть во второй партии. Мы ждем борьбу всегда, чтобы всегда было 26-24 и чтобы всегда была 5-я партия. Мало на самом деле было 5-сетовых игр на этом чемпионате. Ну вот, первый полуфинал выиграли таттинцы со счетом 3-2 у ленской сборной. Так что Ленск ждет своих соперников в бронзовом финале, а Татта готовится к своему золотому финалу, первому в своей истории в первой лиге чемпионата республики. Василий Тумфали будет открывать нашу вторую партию своей подачей. Хороший подброс и отлично справляется Гоголев Валерий, но блок города Якутска Захаров Сидоров не пропускает этот удар, и Василий Тумфали снова подает, достают сложную подачу, есть страховка, Берген Иванов на месте и атака. Ждали тут Василия, очень высокий блок от Филипповых. 1-1. На подаче Филиппов Владимир. Егор Глухарев скидывает. Чурапчан на защите отыгрывает. И Владимир Филиппов со второй линии завоевывает очередное очко и ходит на подачу. Счет 2-1 в пользу Чурапчи. Вторая партия второго полуфинала. Берген Иванов на приеме и Радислав Захаров выполняет свой фирменный забегание и завоевывает очко и ходит на подачу. Счет 2-2. Радислав Кудай Захаров. И атакует Чурапча и Аян Кулов. Альберт Бродников выдает комбинацию и завоевывает очко. И на подаче Егор Попов. 3-2 в пользу Чурапчи и силовая. И Анатолий Татаев ошибается. И счет 4-2 в пользу Чурапчи.
У Чурапчи на замене Тускул Лавров. Он получил травму, поэтому сейчас не в тонусе. Поэтому на замене Егор Попов подает. И Владимир Сидоров атакует и блокаут. Блокаут через Альберта Бродникова, своего тренера. Первый тренер получается. У Альберта Павловича сейчас тут играет очень много учеников. Тренер с большой буквы. Очень многих вырастил игроков хороших, классных. Егор Глухарев. Еще сам играет. И ошибается Кирилл Корнилов. За сетку не надо дергаться. Устное замечание дали. Надо правила соблюдать. И на подаче Иннокентий Филиппов. Счет 5-4 в пользу Чурапчи. И Кирилл атакует. И Чурапча ошибается. Иннокентий Филиппов атакует в аут. И счет 5-5. Счет равный. И на подаче Владимир Сидоров. Владимир Сидоров подает. Принимает Гоголев Валера. И Чурапча скидывает. Василий Тумпали атакует. Чурапча на защите. Владимир Сидоров скидывает тоже накатом. Со мной комментирует Иван Потапов, президент Федерации Татинского района. Очень они рады после победного полуфинала в Атлетике. Мы сейчас смотрим за вторым полуфиналом. 6-6, вторая партия. Первая осталась за Якутском. 26-24 был счет. И Аян Кулар. Очень красиво достают обе команды в защите. Даже после таких сильнейших ударов остаются шансы. В разы интереснее становится волейбол, когда есть игра на защите, потому что бить могут все, бить умеют все. А насколько длительным будет розыгрыш, зависит именно от игры в защите. Сегодня мы видели несколько сейвов в прыжке, в приседе, в падении. 7-7. Действительно, счет отражает реальное положение дел, потому что команды очень равные. И по желанию выиграть тоже никто никому не уступает. Но мы видим, наконец, Тумфали во всей красе. Он пока на первой линии будет максимально работать. 8-7. Кирилл Корнилов, сын Светланы Муратовой, приехал специально для чемпионата. Он студент в Бурятии и значительно усилил атакующую мощь города Якутска. 9-7. Неудачный подброс, срывает свою подачу Кирилл. И 8-9. Альберт Корякин.
перелетая вдоль сетки. По линии бьет Василий Тумфали. Он уже видел, что там никого не было. И, возможно, даже попросил пас по такой траектории. 10-8. Аут показывает линейный судья. 9-10. Снова похоже с подачей ошибка и 10-10. Очень хорошо тащат мяч в защите чурапчинцы. И снова успели подсунуть ладонь. И вот как итог закрывают блоком. Не может не вдохновить, конечно, товарищей, если игроки достают такие сложные мячи. 11-10. Увидели единственный плещ защитной линии Чурапчи и город Якутск со счетом 11-11 на подаче Радислав Захаров. Вот тут уже выводят Аяна Кулара над чистой сеткой. 12-11. Егор Попов. С огромным силовым потенциалом Егор. Если попадает по мячу, то даже звук у него немножко другой, чем у игроков, потому что очень точно и сильно попадает. Кулар достает. Глухарев спасает. Дотягивается Сидоров. У нас тут Винокуров. Снова скидку спасает Корнилов. Сидоров. Ой, какой у нас шикарный волейбол. Просто сиди и наслаждайся. Касание было. И Аян Кулар благодарит Егора за то, что он признался и стал ставить под сомнение решение судей. 13-11. Егор Попов на подаче. Есть доводка от Бергена Иванова. И попадает по плечу. Владимир Сидоров. 13-14.
80% заполнен зал, много зрителей. Сегодня болеют и за Якутск, и за Чурапчу. И Кирилл Корнилов на силу через блок пробивает, зарабатывая 14 очко. Петр Андреев выходит на подачу за Якутск. Такое мы вчера уже видели. У него стабильный планер. Ну что придумает Чурапча, не менее интересно. Хорошая доводка. И через первый темп блок. Молодой блок Чурапчи. 15-15. Сравнивает Якутск счет. Но закрывает Владислав Захаров. Сегодня он в ресурсе. Вчера просидел все игры в замене. 16-15. Якутск на 1 очко всего опережает Чурапчу. Но за счет того, что Чурапча сами много ошибаются, немножко это выбивает почву у ребят. Но сейчас должны все подправить. А Петр Андреев продолжает подавать за Якутск. 16-15. Петр Андреев daripada Samler. Мы видим последствия идеальной доводки при приеме. Очень красивая волна. Завершает Филиппов Владимир. 16-16. Наконец-то дождались мы похожего на себя Владимира Филиппова. Он исключил свои ошибки, и сейчас, благодаря его удару, Чурапча вырывается вперед. 17-16. Добавок еще Якутск ошибается, помогает Чурапче создать отрыв в 2 мяча. И при таком счете первый тайм-аут у города Якутска. 16-18. Dapatkan sebuah pertimbangan ketiga tahun bulan tahun pertama dan Rodika. Классическая комбинация Якутска. Доводка от Бергена Иванова. Пас на Василия Тумфали, который на доигровке 17 очко приносит. Чем ответит Чурапча? Не совсем разладилась подача у Корнилова.
Сейчас нужна поддержка товарищей. 19-17. Пока один Тумфали отдувается за Якутск. Он уже уходит с первой линии. 18-19. Чурапчи. Сейчас Попов, Филиппов на изготовке. Через Егора Попова. Атакует Чурапча и Василий Тумфали. Свои пайпы родимые. 19-19. Очень долго и на очень высоком уровне играет Василий. Мы его помним еще со студенчества в Чевкис. И благодарим его за то, что он сохраняет себя для якутского волейбола. 20-19. Владимир Филиппов. Молодая поросль Чурапчинской школы. Ошибку второй передачи тут же определяет Гаврил Захаров, первый судья. И снова у нас впереди концовка, зрелищная для публики, но нервная для команд. 20-20. Егор Попов просто слов нет, насколько он полезен для своей команды и при этом насколько он зрелищен. Принимает Бухарев Егор, сам будет бить на касание сетки. 22-20. Якутску срочно нужно решение. Может быть, Татаев с четверки пойдет поверх блока. Нет, будет завершать Сидоров, но не завершил. Скидочка от Кулар. И тут, конечно, ждали Тумфали, потому что при такой сложной ситуации доверяет только Василию. А Ян Кулар пополняет ряды тех, кто умеет показывать, любит показывать колесо на площадке. 23-20. Преимущество по партиям имеет Якутск, с чем совсем не согласен Чурапчинский район. И сейчас они всеми силами будут биться за эти 2 очка, чтобы довести эту партию до победного конца. Егор Попов на подаче. Не рискует. Владимир Сидоров. Пока связующий игрок впереди. Блок немножко слабый у Чурапчи. Но Ян Кулар в концовке наступает его время. 24-21. Тройной сетбол у Чурапчи. Владимир Сидоров красивую комбинацию завершает. 22-24. Удастся ли сейчас
завершить партию Чурапче, или Якутск продолжит догонять. Есть мяч. Через блок играют якутские игроки. И Тумфали со второй попытки. 23 очко. 24-23. Тайм-аут команды Чурапчинского Улуса. Не удается никак взять одно очко Чурапче. То же самое было в первой партии, когда Якутск стоял 23-18, но в итоге еле как смог победить 26-24. Сейчас уже чурапчинцам тяжело, но Якутску нужна подача. Нет доводки, будет слабый удар. И Тумфали по блоку. Вы ждали, что он обязательно скажет свое слово. И он приберег себя для концовки. Что-то случилось с Бергеном Ивановым. Надеюсь, ничего серьезного. По 24 на табло. Решаются на первый темп чурапчинцы и Альберт Корякин. 25 очко приносит сетболу Чурапчи. Аян Кулар на подаче. Быстренько входит мяч. Не попадает по пальцам Тумфали. И у нас 1-1 по партиям. Зеркальный счет первой партии у нас отразили якутские волейболисты из города Якутска, имеется в виду. И сравнили по партиям счет 26-24. Чурапчинцы. Трибуны танцуют параллельно с чирлидерами. Что было сегодня до этой игры? С утра не состоялась игра между Намским и Горным районом. Они спустились во вторую лигу по итогам этого чемпионата. Затем за 5-е место играли Усялдан и Мегина Кангаласский. Усялданцы выиграли и остались на 5-м месте. И еще у нас был с 2 часов первый полуфинал. Ленский, Таттинский, который завершился 5-м сетом со счетом 27-25. И вот на такой же полуфинал претендует вторая игра между Чурапчой и городом Якутском. Подпрыгивает от радости Анатолий Татаев. Действительно очень красивый удар у него. Сразу в одно касание. Успевает Глухарев. Но невынужденная ошибка у Василия Тумфали. И 1-1.
Владимир Филиппов будет подавать. Владимир 2005 года рождения, 186 сантиметров его рост. Анатолий Татаев, 190 сантиметров. Счастья. Сейчас хорошую скидку сотворил. Пока 2-1 у нас, но в атаке Егор Попов взымается вверх, флажок линейного. Аут показывает. Таким образом у нас 3-1. Владимир Сидоров, один из самых опытных игроков в составе Якутска и вообще на чемпионате. 2-3. Егор Попов. Классная подача, но справляется Сидоров и Татаев. Вот это пока связь еще действует. Татаев, Глухарев хорошую темповую атаку показали. Но, к сожалению, аут. Летит подача города Якутска. 3-4. Иннокентий Филиппов. — 192 сантиметра. Площадка. 5-3. Ждем подачу от Корнилова. Пока начало партии третьей остается за Якутском. Но это, конечно, ничего не значит, особенно в полуфинале. Все может поменяться, команды очень равные. Аян Кулар снова и снова заряжает себя на результативные атаки. Играет по блоку. 4-6. Ошибка при атаке. Достает Берген Иванов. И снова чуть было не оставили. Такой классный розыгрыш. Немножко не повезло Тумфали. — 5-7. 2 очка остается между командами. Чоропча в этой партии постоянно в роли догоняющего. Но может быть сейчас удастся им сравнить игру.
Возвращает плохую доводку в очко Егор Глухарев. Все четко по месту. 8-5. Есть защита от Корнилова. Но ошибка второй передачи. Досадны такие ошибки, особенно после такой хорошей защиты. Тускула Лаврова хотели на поле, но пока не выпускают. Присел немножко Татаев Анатолий. И сетка, да? Касание сетки. Слишком подготовился к этому удару. 7-8. Везде успевает Егор Глухарев, но пока нападающие немножко подводят. 8-8. И снова танец победителя Владимира Филиппова. 9-8. На этот раз исправляется Татаев и 9-е очко в копилку Якутска. 9-9. Хотелось бы такой же равной взаимодополняющей игры до конца этой партии. Но это, конечно, только зрителям так хочется, а игрокам наоборот нужно обеспечить какой-то отрыв. 10-9. Замена команде Черепчинского Улуса. Вместо игрока номер 11 на площадке входит игрок номер 10 Тускул Лавров. Владимира Филиппова. Пока дают ему немножко успокоиться, понаблюдать за игрой со стороны. Тускул Лавров на подачу выходит. Хорошо доводит Берген Иванов. Касание сетки определяет у Егора Попова. 10-10. Запишем в счет эйсов Владимиру Сидорову. Это очко. 11-10. Якутск впереди на один мяч. Очень красиво начиналось, но не успевает немножко Аян Кулар. 12-10. Пальцем планировал попасть, так и получилось у Аяна Кулара. 11-12.
Безотказная подача силовая. И совсем разладилась игра у Кирилла. Очень не хватает Якутску его ударов. 12-12. На команде города Якутска вместо игрока номер Меняют 1 на площадке Корнилова на номер Андреева Петра. Петр Андреев. С дальнейшим прицелом на подачу еще. 12-12. Егор Попов. Повторит ли свою силовую классную? Более спокойная версия. И сразу наказывает Василий Тумфали. Своим ударом 13 очко зарабатывает. У нас на табло по партиям 1-1. Это второй полуфинал. Якутск в синих формах и Чурапча в красных формах. Иннокентий Филиппов. Давно его не видели в атаке. Сейчас надо ликвидировать свое отставание. (15-13). Есть защита. И Тумфали в сторону пятой зоны. Замена команде. Возможно, это был аут, но Тускул Лавров Вернулся игрок номер 1. пытался дотянуться до этого удара, и уже 3 очка отрыва. Якутску более-менее комфортно стало. Сейчас Петр Андреев спокойно подает. Хорошая скидка. Затылком чувствует Альберт Бродников. 14-16. Смог увести на себя блок Радислав Захаров, и против одного блока Тумфали, конечно, легко справляется. 17-14. Силовая от Тумфали, справляется либеро и закрывает в одного Радислав Захаров Владимира Филиппова. Уже критические 4 мяча отрыва. Необходим тайм-аут. Завтра в 11 начнется бронзовый финал, и в 13:00 игра за первое место. Татинские ребята ждут в золотом финале своих соперников. Оленский район будет играть за 3-е место. Но кто будет против них, еще пока ничего неизвестно. 18-14 в 3-й партии пока ведет Якутск. Тумфали Василий на подаче.
15-14. Черепчинского Улуса вместе игроков номер 12 на площадку. Альберт Бродников выступает вместо связки Афанасьев. Егору Попову. И возвращается Игорь Афанасьев на диагональ. Знает себе и подает силовую Тумпали. Но Афанасьев с первым своим касанием зарабатывает нужное очко для Чурапчи. 15-19. Реально ли сократить такое отставание для Чурапчи? Сейчас увидим атаку Якутска. Хороший удар от Радислава Захарова. Переступил среднюю линию Тумпали. 16-19. Нет, там уже стопа выходила. Игорь Афанасьев. Чуть-чуть в аут уходит мяч. Ну, без риска на подаче Якутск не догнать, поэтому и выкладываются черепчинские волейболисты. 20-16. Радислав Кудай Захаров. Бьет в аут Чурапча. 21-16. Через блок на этот раз играет Владимир Филиппов. Это было удачное решение. 17-21. Владимир Сидоров. Через блок укороченный. 22-17. Мы не будем говорить всего 3 мяча. Просто зафиксируем счет. Безотказная подача Егора уходит за пределы площадки. Все это, конечно, говорит о повышенной концентрации, волнения, нервов. 18-22. Третья волна завершала эту комбинацию. Очень красиво играет Якутск. Но тут как бы будет важен эффект, результативность, нежели красота. И 19-22. Вернулся игрок номер 3 Кирилл Корнилов. Возвращают Кирилла на переднюю линию. От него сейчас будет очень много зависеть в атаке Якутска. Подача Филиппова Володи. По пальцам попадает Владимир Сидоров. 23-19. Корнилова. 24-19. И 5 сетболов у Якутска. И сразу первый из них реализован столичными игроками
Кирилл Корнилов Выиграла команда города Якутска. своим блоком завершает третью партию. И счет у нас 2-1. Преимущество у Якутска по партиям. Во втором полуфинале чемпионата республики первая лига у мужчин. Женская первая лига республика стартует 12 марта на следующей неделе на новеньком паркете спортивного комплекса в селе Барагонцы. Приедут сильнейшие команды республики. А сейчас, пока мы дошли до полуфиналов мужской сетки, второй полуфинал у нас играется. Якутск 2-1 ведет у команды Черепчинского района. Первый полуфинал выиграли татинские волейболисты у действующего чемпиона команды Ленского района. Нынешний чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу посвящен светлой памяти Ивана Петровича Птицына. Мегино-Кангаласский район, почтя память своего многолетнего руководителя, постарался на славу, организовали четкий чемпионат. Все команды об этом упоминают, благодарят при случае. Спортивный комплекс «Парус», начиная состояние площадки, отвечающей мировым стандартам, и заканчивая банкетом для гостей, участников турнира. Все было проведено на высшем уровне и продолжает торжество длиться, радовать зрителей как в зале, так и через экраны по нашей трансляции в YouTube. Первое очко мы видим в четвертой партии. Эмоционально начинают игру сразу черепчинские ребята. Владимир Филиппов, забив очко, идет на подачу. Хороший удар. Забегание от Радислава Захарова. 1-1. И сразу с самыми серьезными намерениями вступают игроки в эту четвертую партию. Якутск может завершить игру в свою пользу, потому что ведет по партиям 2-1, а Черепчинский район уже играет без права на поражение в какой бы то ни было партии. Поражение означает вылет золотого финала, поэтому будет сейчас еще острее игры с обеих сторон. Не выдерживают нервы также у болельщиков. Но Владимир Сидоров сумел найти брешь в обороне Черепчи. 3-1. И тут же тратят свой тайм-аут. Черепчинцы. Все это свидетельствует о серьезнейшем настрое на эту партию. Не могут себе позволить отрыв 2 очка в самом начале партии. 3-1.
3-1. Подача Якутска. Нет доводки у Чурапчи. И на ровном месте создают себе сложности. И вдобавок попадает скидка Якутска. 4-1. Нужно как можно быстрее обратно себя склеить чурапчинцам. Потому что, напоминаю, преимущество в одну партию всегда дает больше уверенности. На этот раз городу Якутску. Сидоров. Просто-таки стопроцентный отрезок проводит сейчас. 5-1. Замена команде Чурапчинского Улуса. Вместо игрока номер 1. Впервые сегодня в полуфинал вступает Вадим Оконешников. Вадим Оконешников. В двух командах друг против друга играют любимые сыновья двух тренеров женских команд республики. Сын Марии Глухаревой, Егор, играет в составе Якутска. И сын Саргаланы Оконешниковой, Вадим, зашел сейчас за команду Чурапчи. У нас еще под номером 3 играет Кирилл Корнилов, сын Светланы Муратовой. В общем, преемственность в якутском волейболе сохранена. И веселые щечки от Татаева означают 6-е очко для команды города Якутска. Замена команде Чурапчинского Улуса. Вместо игрока номер 12 на площадку выходит Альберт Бродников 5. Игорь идет Афанасьев. на скамейку запасных набираться сил и мыслей. Не смог себя притормозить по инерции Егор Глухарев. И 3-6. 3-6. Кеша Филиппов будет подавать. Есть защита у Якутска. Тумфали. Кирилл Корнилов бьет и забивает. 7-3. Владимир Сидоров на подаче. Есть доводка. И будет Аян Кулар. Немножко подзабытый. Но, тем не менее, Тумфали напоминает снова и снова о себе. 8-3. Аут от Тумфали. И 4-8. Аян Кулар будет подавать. Невероятно достает Глухарев. И у нас продолжается розыгрыш. Берген на месте. И Сидоров хотел было скинуть, блок среагировал. Корнилов по блоку. От Альберта Корякина уходит мяч в аут. 9-4. Обратная замена. Возвращают в атаку Филиппова Владимира. И 9-4. Пока 5 очков отрыва. Неудобно. Некомфортно сейчас Чурапчи. Очко от Игоря Афанасьева. С диагонали атакует Игорь. И сам же сейчас будет подавать. 5-9.
Классный удар от Тумфали. Десять 5. И Кирилл Корнилов подает силовую. Либера на месте. Не попадает в темп чурапчинцы. Но подарок от Владимира Сидорова. Ошибочка при нападении. 6-10. Скамейка Чурапчи выглядит более полезной и содержательной. Судья на линии точно определил касание блока. И 11-6. Якутск наступает. Не может остановить его Чурапча. 5 очков в четвертой партии, преимущество города Якутска. Классная подача. Но что-то пошло не так. 7-11. Сейчас благоволят высшие силы команде Чурапчи. Надо этим моментом воспользоваться. Владимир Филиппов. Играет в защите. Снова страхуют чурапчинцы. Есть игра у Якутска. Но нет атаки пока. Не везет Василию немножечко, потому что задумка была классная, удар тоже быстрый, совсем пару сантиметров не попадает под линию мяч. 8-11. Наконец-то удается сократить Чурапчи. Хотела было сказать, но тут же последует ошибка при подаче. И 12-8. Хорошо достают чурапчинцы, но не везет немножко. Лучше бы либера третью передачу сделал. Он был на ходу. 13-8. Хочется пятой партии. Очень классный волейбол мы смотрим. По-моему, 2 касания было. Рикошет от руки лба Тумфали. 9-13. Егор Попов. У него хорошая подача, мы помним. И вот подтверждение моих слов. Эйс выдает Егор. 10-13.
15-10. 10-15, тайм-аут команда Черепчинского Улуса. Пока все получается у Якутска. И наоборот, нет своей игры у Чурапчи. 2-1 по партиям и 15-10 в четвертой партии ведет Якутск. Татинский район ждет своих соперников в игре за первое место. Ленский район в игре за третье место. До этого ребята выдали супер полуфинал из 5 партий. И 17-15 в пятой партии выиграли татинские игроки. Сейчас мы тоже хотим, жаждем 5 партий. Но пока Якутск уверенно идет вперед. 16-10. Дождались мы эйса от Егора Глухарева. 16 уже у Якутска. Не справились с эмоциями. Хотелось повторить подачу на вылет. И 11-16. 9. На площадку выходит игрок номер 4 Руслан Садыбалдиев. Впервые в чемпионате игру вступает Рустам Садыбалдиев, 2006 года рождения. Интуиция подсказала Альберту Павловичу, возможно, что Рустам может выстрелить, и он это делает. Немножко гений тренера. Четко выполненная установка от игрока. И 12 очко у Чурапчи. Еще и блоком закрывает Рустам. Если глубокая замена Чурапчи выдает такую игру, оцените сами потенциал команды. 13-16. И не все так спокойно в стане города Якутска. Им нужна атака сейчас с приема. Хорошая, без вопросов, чтобы сразу заглушить этот порыв. Адреналин Чурапчи. 13-16. Кеша Филиппов. Стабильная у него подача. Хорошая доводка. Но не попадает Кирилл Корнилов с высокой передачей. 14-16. Будет атаковать Тумфали. Страхуют блокирующие игроки. И что творит Садыбалдиев? Руслан уже впервые вступил в игру на этом чемпионате. И уже 3 очка записал в свою копилку. 16-16. Защищается Чурапча. Снова тащат. Но уже опасно для здоровья. Здесь было 17-16. С минимальным преимуществом идет на подачу Владимир Сидоров. Есть защита.
Якутск снова и снова. И Аян Кулар. Тает у нас преимущество в 6 очков. Но пока Аян ошибается в подаче. А со стороны Якутска, наоборот, на подачу выходит Петр Андреев. 18-17. Петр Андреев. Могли успеть и в этой ситуации черепчинцы, но 19-17. Петр Андреев сегодня фартовый. Такой ответственный момент. Ошибается лидер команды Якутска Василий Тумфали. Но он, мы знаем, с лихвой вернет эту свою ошибку. Кирилл Корнилов. Удачное решение Егора Глухарева. 20-18. Все равно Якутск впереди. Якутск пока выдерживает, терпит прессинг Чурапчи, но Садыбалдиев Руслан идет на подачу. 19-20. Есть прием. И Тумфали. На этот раз, как я уже говорила, реабилитирован по полной. 21-19. Еще и Эйсик может подогнать. 21-19. Есть прием. Но Егор Попов замечательно скидывает. И 20-21. 20-21. Еще ничего не известно в этом поединке. Сидоров. И его успевает закрыть Егор Попов. Гаврила Хлопкова подключают тренеры Якутска. Человек впервые и в такой напряженный момент заходит. Пожелаем ему удачи. Есть доводка. 22-21. Вы все слышите сами. Тут творится невероятное, что по игре, что по фан-зоне. 22-21. Все хотят пятую партию. Никто не хочет завершить этот супер волейбол.
22-21. Волейболисты возвращаются на площадку. Владимир Филиппов. За Чурапчук подает сейчас. Доверяют Корнилову этот удар. Но завершает Замена команде города. Возвращается Номер 4. Татаев, возвращается Захаров. Игрок номер 11. Ну, замена тактическая свою задачу выполнила. 22-22. Снова равный счет. Радислав Захаров сейчас будет подавать. По блоку. Гроссмейстерский удар от Кеши Филиппова. Но другого от него и не ждем. И Егор Попов, 23-22. Напряжении Альберт Бродников по кромке площадки. Показывают площадку, судьи на линии. 23-23. Не можем понять, что случилось. Ошибку второй передачи определили судьи. 24-23. И ударом в трос завершается этот наикрутейший суперфинал. Спасибо ребятам за игру, за выдержку, за то, что выложились до конца. И поздравляем команду города Якутска с выходом в финал. За первое место они будут играть завтра против команды Татинского района. Повторяют игру в группе. Ленский и Чурапчинский. Ленский и Чурапчинский встречаются завтра в 11:00 в игре за бронзовое место. Благодарю вас за внимание, уважаемые зрители. У нас был отличный полуфинал, первый и второй.